Ответственность большая сегодня, и повестка тяжелая, и вызовов очень много, и очень много надо изменять, многое реформировать. Но я чувствую поддержку моих друзей, единомышленников, я чувствую в себе силы, я хочу участвовать в этом процессе, я считаю, что я могу принести пользу. Здравствуйте. Чегемская правда продолжает знакомить вас с кандидатами в депутаты. И мы сегодня будем беседовать с кандидатом в депутаты по Схумскому центральному избирательному округу номер 6 Алхасом Асланзе. Алхас, здравствуй. Здравствуйте. Ну, у меня дежурный вопрос всегда, первый, и он достаточно такой тривиальный вопрос, да, почему идешь в парламент? Потому что сложно понять у многих мотивацию, почему он делает. Кто-то хочет себя показать, кому-то кажется, что там слишком тепло и уютно. Но меня интересует, тем не менее, не только меня, и избирателей интересует этот вопрос. Не считаю себя новичком в политике. Уже больше 10 лет я активно занимаюсь различными проектами. Вначале работал в юридической конторе Тамаза Кецва и занимался как раз бесплатной юридической консультацией, в основном малоимущих и социально незащищенных слоев населения. И в целом, общаясь с этими людьми, меня реально это вовлекло в политику. Я понял, что многие вопросы надо решать именно там. Потом у меня был опыт работы в парламенте. Я был помощником депутата Ахрыбжания. Он меня активно вовлекал в законопроекты, я участвовал в разработке законопроекта, участвовал в ратификации и также разработке межгосударственных договоров. Потом само мое участие в политике, мы с группой единомышленников создали экспертный фонд, фонд экспертного содействия «Айнар», и пытались разрабатывать различные концепции по всем направлениям. Но, само собой, мое участие в этом процессе, оно не то, что не ограничилось, оно и, в принципе, не было там. Я не заседал с политическими лидерами в политбюро каких-то, да. Я обычно общался с обычными активными гражданами, которым было тоже интересно. И я знаю их мнение, я знаю, о чем они думают. В принципе, мне кажется, что многие проблемы вполне решаемы за небольшой срок. И если углубиться в этот вопрос, у нас, говорят, есть политические лагеря. Но по факту требования и желания людей с разных политических лагерей, оно, в принципе, одинаковое, там малейшие различия. Но, конечно, это очень было ответственное решение баллотироваться в этом качестве. Я впервые, я долго думал, потому что ответственность большая сегодня, и повестка тяжелая, и вызовов очень много. И очень много надо изменять, многое реформировать. Но я чувствую поддержку моих друзей, единомышленников. Я чувствую в себе силы. Я хочу участвовать в этом процессе. Я считаю, что я могу принести пользу. Ты сказал, что последние 10 лет активно находишься в
в абхазской политической жизни, как активное участие принимаешь, но этот период он ознаменовался серьезными там кризисами, да, и нас постоянно, мы вот находимся постоянно в зоне такой внутриполитической турбулентности, у нас кризис за кризисом, там, который так или иначе заканчивается у стен президентского дворца. И это как бы один из показателей отсутствия вот такого развития. Почему мы топчемся на месте? Какой выход из этой ситуации? Как можно выйти на более стабильный путь развития? Потому что наше государство не соответствует современным критериям. Государство, общество, они все развиваются, как и все в этом мире. Все меняется, условия меняются. У сильных, продвинутых государств, у них есть ресурсы, которые они держатся, но все равно со временем они тоже идут по меняющейся траектории. Весь мир вокруг нас постоянно находится в поиске новой политической системы, новых изменений. Вот даже наш стратегический союзник совсем недавно изменил свою конституцию, изменил свою политическую конфигурацию. Я считаю, что во многом у нас загвоздка именно в нынешней политической системе, которая не соответствует современным реалиям, современным вызовам. Поэтому нам надо изменить. Это абсолютно необходимо менять сам отбор в политическую элиту. То есть, как получается, вот у нас огромное количество кандидатов, да, все подготовленные люди с поддержкой. В основной своей массе подготовленные люди с поддержкой, со своими идеями. Но если рассмотреть глубоко, нету у них политической платформы, нету политической группы с четкой идеологией, с четкими целями и задачами, в которой была бы какая-то политическая ответственность. Соответственно, это ухудшает отбор в любом случае. По большому счету, нету прямой связи между избирателем и выбранным представителем. Нету политической ответственности. Если говорить, например, о смешанной или пропорциональной системе, там четко понятно, какая идеология у человека, какая идеология у этой группы партийной или просто группы избирателей. То есть и ответственность тоже понятна. То есть решения в парламенте отражаются на политическую группу, соответственно, политическая группа должна делать определенные выводы по отношению к своему представителю. Плюс еще, смотрите, наша современная политическая система. Мы видим, что она обросла кумовством, клановостью, протекционизмом, коррупцией. По большому счету у нас сильной такой системной борьбы нет. И все эти проблемы, они во многом вокруг именно президентской должности, вокруг президентских полномочий неограниченных и самой определенной традиции прихода к власти. То есть невозможно прийти к власти, не договорившись с определенными финансово-политическими группировками. А затем они, естественно, требуют своего кода участия в этом деле. Новая же система с новыми людьми, с новым отбором, с новыми принципами, она создаст новые правила игры. И эти новые правила игры, на мой взгляд, достаточно быстро будут вытеснять на обочину все эти застарелые, замшелые схемы, которые у нас есть. Это как организм, который борется с какими-то вирусами, но когда он получает какую-то подпитку в виде антибиотиков, он приходит в себя и отторгает все эти ненужные нам вещи. Естественно, это, конечно, вертикальная система. Понятно, что начинать надо сверху, но начав сверху, мы даже не потихоньку, а достаточно резко, это будет ситуация меняться, потому что ответственность, идущая снизу, она ограничивается низом. Ответственность, идущая сверху, она проникает во все слои общества.
Ну, вот ты говорил об ответственности, в том числе о политической. И надо отметить, что перед новым созывом парламента действительно очень серьезные вызовы стоят, да, и здесь без ответственности никак не обойтись. И речь идет о очень болезненных темах, ну, по крайней мере, на слуху, по крайней мере, два очень важных блока. Один связанный с энергетикой, один связанный там с недвижимостью, да. То есть речь идет о том, что идут разговоры о том, что мы не в состоянии выйти из этого энергетического кризиса без каких-то серьезных изменений в этой сфере. И если под серьезными изменениями в этой сфере воспринимается допустить разгосударствление этой энергетической отрасли с допуском туда иностранных инвестиций, проще говоря, нам предлагают продать. Вот есть ли у тебя какое-то видение по этому поводу? Можно даже вернуться еще раз к мотивации. Я там говорил о вызовах, ну давай конкретизируем. То есть, естественно, это энергетика, это недвижимость, это вопрос гражданства. Я абсолютно сторонник национальной энергетики и социально ориентированного тарифа. То есть, получается, как, смотри, получается, национальная энергетика – это самый важный ресурс, который у нас есть. По факту, сама выживаемость абхазского государства там, в 90-е годы, в начало 2000-х, она напрямую зависела от того, что у нас есть своя выработка и свои сети. И мы смогли продержаться и в блокаду, и последующие годы. Национальная энергетика – это что? Это социально ориентированный тариф. То есть у нас ну, после тяжелых времен, и сегодня не лучшие времена для большинства наших граждан, у нас сохраняется социально ориентированный тариф. Это очень важно. Я считаю, вот представьте себе, допустим, мы продадим нашу выработку или сети. Соответственно, это сразу экономически обоснованный тариф. Сразу, моментально. Ну, сегодня говорят там о 2 рублях. Это уже существенное поднятие цен. Ну, конечно, да. То есть, вначале 2, потом дальше и дальше. По-любому когда инвестиции или это частное, они будут извлекать прибыль. Прибыль можно извлечь только экономически обоснованным тарифом. Соответственно, он у нас будет. Качество жизни, у нас уровень жизни, у нас уровень заработка населения у нас не повышается. Соответственно, это серьезным бременем ляжет не только на какие-то малоимущие слои населения, а в целом, в среднем, на всех граждан Республики Абхазия это серьезным бременем ляжет. Плюс, если мы говорим об инвестициях, ну да, можно говорить о каких-то гигантских инвестициях, огромных. Но у нас, в принципе, любой гражданин может предприимчивый заняться бизнесом с каким-то партнером из-за границы, из Российской Федерации, в частности. Сегодня недорогая электроэнергия, да, там для бизнес-цели это 80 копеек. Это привлекательность наша. Это один из стимулов, который может привлечь к нам инвесторов. Соответственно, эта тема будет закрыта. То есть, если будет экономически обоснованный тариф, этой привлекательности не будет. И мы не должны забывать о минусах, которые у нас есть. То есть минусы мы не убираем, а плюс, который мы имеем, мы убираем. Это напрямую также повлияет на деловой климат и вообще в целом на инвестиционную привлекательность страны. Ну, а как, тем не менее, вот найти средства а средства требуются огромные на то, чтобы вот как-то вывести нашу энергетику на более такой серьезный уровень? Средства, конечно, они нужны, но они нужны были еще позавчера. То есть у нас долгое время, когда у нас особо не выключали свет, мы, наверное, не задумывались. Это сейчас мы все углубились в эту тему, и нам интересно, что происходит. Но если посмотреть статистику, то
вливания бюджета в энергетику за последние годы были практически минимальны. Они не соответствовали потребностям энергетики, постоянно жаловались на это. Они говорили, но их мало кто слышал, потому что свет был, тариф социальный, то есть никого это особо не интересовало. У нас надо планировать бюджет. Бюджетное планирование – это не просто слова, которые применяют в разговоре. Это серьезная тема. Надо рассчитать, сколько мы можем вкладывать в энергетику и за сколько лет мы можем привести ее в более-менее вид, который создаст нам комфорт. Конечно, нужно вкладывать. Мы должны изыскивать средства. Это один из основных приоритетов. Наверное, еще качественное администрирование необходимо. Это и сбор. Администрирование, несомненно. Госкомпания Черноморэнерго, наш оператор. Ее работа должна быть прозрачной. Налогоплательщик, потребитель должен знать, какие у них планы, когда все это будет выполняться. То есть это сегодня основная тема. Нам всем это интересно. Это наша тоже ответственность платить за потребляемую энергию. Давайте пойдем так. Вот, например, при прошлом руководстве Черноморэнерго в определенном секторе, просто в районе Абхазии, поставили счетчики. Новые хорошие счетчики. Сразу аналитика. Потребление упало на 30%, собираемость поднялась на 70%. То есть, очень простыми механизмами можно выйти из этой очень тяжелой ситуации. Да, возможно, это на словах просто, но надо применить бросить туда энергию и сделать это приоритетной политикой. На сегодня другого выхода у нас нету. Ссылаться я не знаю, на что можно ссылаться в этом плане. Только это приоритет и, безусловно, сохранение национальной энергетики и социально ориентированного тарифа. Приобретение иностранцами недвижимости в Абхазии. Это тоже достаточно болезненная тема. Она уже несколько лет обсуждается. У меня такое ощущение, что нынешний состав парламента так или иначе столкнется с этим вопросом. Что касается недвижимости, да, периодически этот вопрос всплывает. Но мы не должны забывать о причинах, по которым этот запрет был установлен. Во-первых, у нас сложная демографическая ситуация, да? У нас небольшое население, и, в принципе, у нас был конфликт совсем недавно, который на грань уничтожения наш народ поставил, и он был вызван именно демографическим дисбалансом в нашей стране. Это очень серьезная тема, которую нельзя просто так игнорировать. Во-вторых, на самом деле недвижимость, да, наше имущество, оно в реальности стоит в разы дороже, чем, например, могли нам предложить 5 лет назад, 10 лет назад, да и сегодня. Мы должны сохранить за нашим народом его имущество, чтобы он передал это будущим поколениям. Я убежден и уверен, что у нас будут такие времена, когда мы решим многие вызовы, которые стоят перед нами, и мы сможем прийти к этому вопросу уже с точки зрения именно развития нашего, когда мы подойдем уже, когда мы исчерпаем свои ресурсы, когда мы все обновим, когда мы решим многие вопросы, когда недвижимость на территории Абхазии будет стоить ее реальную экономическую цену, то есть это огромные средства, я считаю. Если у нас есть инвесторы, которые готовы вложить в какой-то небольшой кусок Абхазии 20 миллиардов рублей, это означает, что эта земля, она очень ценна. Это вообще правило девелопмента. То есть так это и считается. Давайте придем к этому времени сперва. Но сегодня я категорически против продажи недвижимости, причем в любых ее видах, и первичной, и вторичной. Есть еще одна тема, которая у нас периодически так или иначе возникает, и в последнее время она вновь получила свою некую актуализацию. Заговорили о
возвращении гражданства жителям Гальского района. То есть вот этот процесс, который в 2014 году происходил с лишением гражданства лиц, которые имеют второе грузинское гражданство, вот сейчас опять как бы поднимается вопрос, как бы обсуждается, да, по крайней мере, на таком риторическом уровне о том, что, может быть, вернуть им... Да. На самом деле не лишение. Они не имели этого гражданства на законных основаниях, просто оно было аннулировано. Да, это важно. Гражданство, на самом деле, что такое гражданство? Гражданство – это договор между гражданами, в котором они декларируют определенные принципы. То есть они обязываются платить налоги, они обязываются защищать эту страну, они обязываются сохранять ее культуру, язык, действовать в фарватере государства. Первое, это, конечно же, что гражданин обладает полной, вот и совокупность граждан, обладает полной властью в этой конкретной территории, которую делегируют там своим представителям. Каким образом граждане государства, в Конституции которого написано, что вся до последнего сантиметра территория Абхазии принадлежит этому государству, могут быть гражданами этого государства. Ведь одной из обязанностей и привилегий гражданства является защита Родины. За нее гражданин обязывается в какой-то момент в случае опасности погибнуть за нее. А тут получается, что два договора не соответствуют друг другу. Естественно, это вызывает огромные не то что опасения, а просто возмущение, поднятие постоянно этого вопроса. Но я считаю, что этот вопрос уже решен. Есть определенные моменты, есть вид на жительство. Конечно, надо их как-то вовлекать в образовательные, культурные проекты, заниматься этим районом постоянно, на постоянной основе. Но вот так сразу и давать им политические права, которые тоже являются привилегией, я считаю абсолютно неправильно. Посмотрим на наше законодательство. Там четко перечислены права и обязанности, да, то есть граждан. Но также там перечислены права и обязанности не граждан, находящихся в Абхазии. Они могут заниматься бизнесом, получать образование, участвовать в различных проектах, перемещаться свободно по территории Абхазии. Все они это могут делать, кроме политических прав. Но это мировая практика. Во многих странах живут не граждане в большом количестве. Ну и что? Это нормально. Надо подходить ко всему правильно и разумно. Я считаю, что этот вопрос исчерпан. Для меня лично он исчерпан. Ну, я вот здесь знакомился с твоими агитационными материалами, и там один из пунктов звучит как, там, один из тезисов, он звучит о социальной справедливости. Что ты вообще подразумеваешь под этой социальной справедливостью? Не стоит забывать, что у абхазов длительный исторический опыт общества социальной справедливости. Мы испокон веков жили в равноправных условиях. Да, конечно, были различные слои, была высшая знать, было крестьянство. Но что подразумевает социальная справедливость? Это отсутствие больших разрывов между слоями в имущественном плане, в плане прав. Даже стоит вспомнить, например, такой институт, как аталычество, когда представители высшей знати отдавали на воспитание своих детей крестьянским семьям. То есть, о чем это говорит? Это говорило о том, что все слои общества были пронизаны друг другом и были необходимы друг другу. То есть, и что не было большого разрыва между высшей знатью и крестьянством, потому что сейчас совсем какие-то невыносимые для себя условия вряд ли своих детей бы отдавали. Это означало, что имущественно разницы большой не было. Конечно, современные реалии, они вносят коррективы какие-то, да, там у людей разный потенциал, у людей разные
разные стимулы, мотивации. Но если мы обеспечим базовые социально значимые отрасли, например, медицина, доступ к медицине, доступ к образованию, доступ к рынку труда, доступ к безопасности и защите прав, то, естественно, эти границы, они не будут такими огромными заборами между людьми. То есть это главное, чего мы должны добиться. Мы не должны идти по пути, когда там несколько богатых семей, а остальные все бедные. Конечно, это не самый легкий путь пойти по обеспечению социальной безопасности, но другого пути у нас в принципе нету. И как бы можно долго об этом говорить. Я считаю, что мы сегодня как раз стоим вот на такой линии определенной, которой будет понятно, перейдя которую будет понятно, по какому пути мы идем. Если мы ресурсы нашей страны, права отдадим одной группе населения, а вторая будет ни с чем, то, естественно, пропасть будет расти, самосознание, качество жизни у людей будет падать, хотя сегодня нам необходимо его повышать. Естественно, той элите, которая сформировалась, будет выгодна такая ситуация, они не будут подтягивать народ. Ведь можно легко посмотреть, да, опыт различных стран. Те страны, где средний гражданин образован, благосостояние которого в порядке, у него хорошее мировоззрение, он все знает. Это страны, которые пошли по пути равноправия. Да, конечно, там есть кто-то богаче, кто-то беднее, но в целом они имеют базовый комплект качественного уровня жизни. А те страны, которые по пути пошли узурпации ресурсов, узурпации политической системы, выборной системы, там четко видно, что да, есть слой состоятельных, богатых, умных, образованных людей, есть слой людей, которые ни образования, ни состояния и шансов даже не имеют. Естественно, я, конечно, за это. Вообще, в принципе, нету смысла заниматься политикой, если ты не хочешь добиться общества социальной справедливости. Это один из главных стимулов. Еще есть большой корпус законов, которые нужно принять, нужно добиться, чтобы они работали. Тот же закон о декларировании доходов госчиновниками. Надо заставить его работать и расширить, в принципе, и на всех граждан Республики Абхазии. Также закон о незаконном обогащении государственных чиновников, он должен быть принят. Плюс еще у нас надо заняться системной борьбой с коррупцией, идеологической борьбой с коррупцией. То есть сделать это явление абсолютно вне закона, нулевая толерантность. И также справедливость социальная – это же источник всех кризисов. В принципе, основное, самое болезненное для человека состояние, когда он видит, что нету справедливости, отсутствие справедливости. Человек стремится к справедливости. И во многом все наши политические кризисы, они основаны на этом чувстве. И когда наше государство будет родить за справедливость, будет родить за всех граждан, будет пресекать коррупционные схемы, будет следить за дисциплиной финансовой внутри себя, конечно же, это сведет на нет многие политические кризисы. Конечно, политика не закончится, все это будет, но это будет иметь другие формы, более удобные, более цивилизованные, чем у нас есть сегодня. Но ты о целом комплексе проблем сказал, и то есть все это и правопорядок, и борьба с коррупцией, и проблемы, связанные с энергетикой и так далее, они, конечно же, требуют серьезных денежных, это вопрос больших денег. И мы также говорим и о пенсии, о том, что у нас маленькие пенсии, которые уже стали притчей во языцах, да, своими скромными показателями. Где взять деньги вообще на это?
Учитывая отсутствие в этой стране понятия финансовой дисциплины, конечно, сложно воду в решете сохранить. То есть финансовая дисциплина, закон о бухгалтерском учете новый, реформа бухгалтерского учета, закон принятый о аудиторской палате, надо саму эту палату запустить, сделать ее работоспособным инструментом. Плюс те законы, которые раньше перечислил, о том же незаконном обогащении, о декларировании дохода, все это даст нам более строгую финансовую дисциплину, и мы сможем на приоритетные задачи аккумулировать определенные средства. Ну, посмотрите, получается, что мы говорим о проблемах, о решении, где взять деньги, ищем их извне, когда мы свои ресурсы реальные, мы еще не саккумулировали. Плюс естественного долга мы говорили о том, что надо переходить на цифровые, на новые технологии. Надо принять закон о цифровизации, о цифровом правительстве. Все это нужно делать. Потому что если мы это не сделаем, какие бы сюда ни пришли инвестиции, какие бы ни были вливания, эффекта от них будет мало. Люди хорошо заработают. Наши задачи же не состоят в этом. У нас другие задачи. Мы говорим о социальной справедливости, о выравнивании, о том, что надо поднимать уровень и качество жизни людей, их самосознание. Для того, чтобы решать такие глобальные вопросы, нужно нам более строго подходить к нашим средствам, которые мы можем иметь. Ну, естественно, когда мы примем эти все законы, когда это все начнет работать, поверь, инвестиционная привлекательность Абхазии, она в разы вырастет. То есть это и тогда уже мы можем извне привлекать средства, уже чистые, правильные инвестиции, те сектора, которым они необходимы. И смотрите, еще ситуация какая. У нас множество льгот тоже в стране, огромное количество. Их распределение тоже непонятно. И в этом тоже надо навести порядок. Льготы должны получать те, кто в них нуждается, а не те, кто может их добиться, как у нас часто бывает. Ну да, в принципе, у нас льготы получают большая категория людей. Я сейчас не говорю, не рассуждаю о том, там, заслуживают они, не заслуживают. Но, допустим, люди не платят там, за электроэнергию. Да, кто-то там освобожден на 50%, кто-то вообще там, наверное, кажется, бесплатно получает эту электроэнергию. Мне кажется, все-таки нам нужно переходить уже на адресная там, дотация пенсий в этом плане, чем вот такого рода схемы рисовать, которые, в общем-то, они бьют по самой системе, по той же энергетике бьют. Да? То есть у нас этот аспект тоже требует серьезного регулирования. И у меня последний вопрос, он связан с нашей столицей. Ты все-таки баллотируешься в центре города, по центральному избирательному округу, да, и мы хотим, естественно, это наша столица, мы хотим ее видеть более-менее такой презентабельный вид, чтобы у этого города было и куча всяких социальных проблем. Вот ты как видишь работу парламента вот в этом плане, в том, чтобы в столице как бы и столица развивалась и так далее. Я понимаю, что очень много связано там с органами местного самоуправления, но тем не менее. Мы привыкли гордиться красотой своего города. Он и так красив, но немного затянулась, конечно, эта стройка. Хотелось бы побыстрее, чтобы это все уже было налажено. Естественно, конечно, центр города никто так не оставит. И рано или поздно все это будет сделано. Касаемо работы парламента в этом направлении, я считаю, что, в принципе, понятно, что для парламента все округа, все города, все районы это несут одинаковую важность. Но если мы изберемся с города Сухум, я считаю, что нам и тем депутатам, которые попадут от города, мы можем сделать вполне такой внеполитический блок,
который будет заниматься именно сухумскими проблемами. Потому что, конечно, сейчас в ходе избирательной кампании все кандидаты слышат от избирателей их проблемы, что их волнует, какие именно бытовые, комфортные условия они бы хотели иметь. Но таков город, что да, трубы и сети, они не заканчиваются на определенном округе. Они продолжаются и в других округах. Поэтому, в принципе, коммуникация у всех вполне положительная. И несмотря на какие-то политические там, предпочтения, мы можем создать определенный блок, который будет заниматься сухумскими проблемами, с взаимодействием с городским собранием и с администрацией города. Мы можем решить определенного рода проблемы. И, в принципе, это как на вооружение и другим кандидатам. Это, я считаю, вполне дееспособная идея. И она вполне может быть реализована. Ну, что еще сказать? Наш город прекрасен, в нем живут прекрасные люди. И мы все вместе можем решить те проблемы, которые мы имеем. А когда мы их решим, ну, представьте, насколько возрастет и настроение у людей, и трудоспособность, и предприимчивость, она возрастет в разы. И еще сам город, его ландшафт, я считаю, тоже ресурсом серьезным. Он привлекает и инвесторов, он привлекает туристов. То есть мы над всем над этим должны работать. Не у каждого населенного пункта в мире есть столько достопримечательностей и такая красивая, богатая история, как у нашего города. Ну что ж, Алхас, мы будем все-таки завершать наш эфир. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был кандидат в депутаты в Народное собрание по Сухумскому центральному избирательному округу номер 6 Алхас Асланзе. Алхас, спасибо тебе большое и удачи. Спасибо.